Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. С 1971 года Международный совет медсестер официально учредил 12 мая Международным днем медсестер в день рождения Флоренс Найтингейл, первой английской сестры милосердия. В нашей стране Международный день медицинских сестер отмечается с 1996 года. У нас в республике выучиться на медсестру можно и в медучилище, и в колледжах. Сегодня мы поговорим о Нерюнгринском медицинском колледже. Гости у нас в студии Александра Яковлева, ответственный секретарь приемной комиссии Нерюнгринского медицинского колледжа. Александра Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Я вначале представила, что все-таки можно выучиться на медицинскую сестру не только в образовательных организациях высшего учебного заведения. По каким направлениям подготовки обучение в колледже ведется у вас? Нерюнгринский медицинский колледж. Нынче у нас по контрольным цифрам много специальностей. Впервые у нас открывается, например, стоматологическое дело в Нерюнге в самом. Лечебное дело у нас есть, сестринское дело, акушерское дело. И у нас очень много филиалов, в том числе в городе Якутске. Но в городе Якутске набора на сестринское дело нет. У нас на сестринское дело в Нерюнгре после 11 класса. После 9 класса у нас в Алекминске, в Сунтарах. Это здорово. Да, география обширная. Очень обширная у нас. Сколько вот в таком случае учебное заведение готовит в год специалистов, куда выпускники потом трудоустраиваются? В год примерно у нас выпускников именно сестринского отделения где-то 75 человек, и они все направляются в разные медицинские учреждения. Нынче, конечно же, выпускники только в Нерюнгринского медицинского колледжа. У нас, например, в городе Якутске выпускаются лечебное дело. Они все уже прошли предварительно договор со своими работодателями, и у них на руках вот договор имеется трехсторонний, и поэтому очень трудоустраиваются быстро, трудоустраиваются активно, и все находят работу в медицинских учреждениях. Еще очень многие студенты же во время учебы работают параллельно. Да, ага. Практику, конечно, обязательно в медицинских учреждениях проходят. Вот там, где они обучаются, в Нерюнгре, у нас в Якутске очень много медицинских учреждений берут активно наших студентов. Нравится студентам работать медицинскими сестрами. У нас, например, в Якутске на 2-м курсе 2 группы медицинских сестер обучаются. Они вот нынче первую практику прошли, очень довольные, счастливые. Ну, это здорово, когда человек со своей профессией определяется в таком юном возрасте. Учитывая, что есть филиалы в разных населенных пунктах, в республике, помимо города Нерюнгри, как-то, может быть, есть общежития при колледжах? При колледжах у нас как таковой вот нету, но мы всегда стараемся договариваться с различными учебными заведениями. Например, в самом Нерюнгре договариваются с общежитием университета нашего Северо-Восточного федерального. В Алекминске электротехнический техникум договариваются. У нас мы очень-очень редких случаях каким-то образом, мы же в Якутске на базе Якутского промышленного техникума имени Десяткина занимаемся. И в очень-очень исключительных случаях каких-то договариваемся. У них свое общежитие есть, и поэтому каким-то образом иногда получается. Ну, например, если из отдаленного района, приехал студент. Да, вот таких исключительных случаях. Давайте тогда поговорим, контрольные цифры приема вы озвучили. Как вообще проходит набор студентов после 11 класса? Они должны сдавать ЕГЭ, какие-то вступительные экзамены? У нас основной набор идет после 9 класса. После 11 класса у нас идет, например, в Зырянке на сестринское дело 25 мест предварительно. После 11 класса акушерское дело в Нерюнгре, и все. И основной набор идет после 9 класса. И это все происходит на основе
баллов аттестата, средний балл аттестата, и они проходят онлайн-тестирование на базе вот сайта Нерюнгинского медицинского колледжа. А что за тестирование? Тестирование профпригодность. Там онлайн-тестирование, все вопросы есть. Мы, как только студент, абитуриент, это уже еще не студент, подходит к нам, документы сдает, мы ему даем все объясняем, инструктаж даем, как, куда заходить, что делать. Они все очень активно выполняют онлайн. Ну, раз уж вы затронули тему онлайн, что же там за сайт у вас такой? Там, я подозреваю... Нерюнгинский медицинский колледж. Там все вопросы есть и по приемной комиссии, и для абитуриентов отдельно, для студентов отдельно, для родителей отдельно. То есть там очень-очень много у нас информации, каждый день информация обновляется. Хорошо. Так, сейчас уже такая пошла майская пора, когда ребята начнут сдавать свои экзамены, но немножечко опережая это время, каким способом можно подать документы? У нас приемная комиссия начинает, вот, как мы сказали, Зырянка, Алекминск, Сунтары, Нерюнгри, Якут, все они одновременно начинают работать с 15 июня. Без күнүттен. И заканчивают 15 августа. Все, документы в это время, если они могут через почту отправить, через госуслуги отправить, сами могут подойти в приемную комиссию, то есть возможностей много. В прошлом году через госуслуги очень многие передавали документы, а потом вот с 15 июня, то есть августа, мы начинаем что делать? Обзванивать, чтобы они, если человек не отправил оригиналы, то чтобы вот этот вот оригинал, если у них желание поступить к нам есть, чтобы они принесли оригиналы. Вот это до 20 августа. Зачисление 23 августа. Приказ выходит на сайте Нерюнгинского медицинского колледжа. То есть тут самое главное, получается, у выпускников, чтобы было желание в первую очередь. Конечно, в первую очередь желание. После 9 класса. Мы говорим, такая возможность, да, вот после 9 класса, через 3 года 10 месяцев вы уже фельдшер, например, лечебное дело закончили, да? Или вот стоматология, нынче вот 15 человек у нас в Нерюнгри набирают. То же самое. У нас очень хорошие мастерские, очень хорошая база в Нерюнгри. У нас в Якутске тоже стараемся, по крайней мере, у нас кабинеты оснащенные, все манипуляции делают вовремя, все по плану, по учебному плану, все это выполняется. И поэтому главное, чтобы было желание у абитуриента поступить к нам. А вот по поводу мастерских. Понятно, что они оснащены, наверное, да, по последнему слову техники. Что там представлено? Все по всем специальностям. Например, акушерское дело, отдельная мастерская. Там родоснабжение, все этапы. По реанимации очень много. Да? Сейчас же оказание первой помощи очень актуально, да? Сестринское дело по уходу совершенно отдельно. Стоматология вот только нынче получили, оснащение вообще полное, суперское. Лечебное дело то же самое, все очень прямо, очень... Вообще я завидую современным студентам, какие у них возможности есть вот в этом плане. Ну, да? Конечно. Конечно. И конкурсы всякие по типу молодых профессионалов. Да. Нынче у нас Нерюнгинский медицинский колледж, участвовали профессионалы. Наши преподаватели занимаются со школьниками. Вот лицей, это в Сайсарах, которые, там они ведут у нас занятия. И вот девочка заняла в региональном конкурсе 1 место. Да, вот по этому поводу конкурсная программа хорошо есть. Какие-то кружки, секции, активная жизнь? В самом очень все это есть, очень активно. Наши студенты стараются участвовать во всех мероприятиях города Якутска.
у нас вот именно в городе Якутске такой вот широкой такой возможности нет, потому что мы очень ограничены в своих учебных помещениях, в аудиториях, да, и поэтому вот очень активно участвуем в мероприятиях, которые проводят вот именно промышленный техникум имени Десяткина, у себя очень много участвуем, и вот когда проводятся различные мастер-классы, обязательно наш Нерингинский медицинский колледж участвует, и в последнее время нам благодарственные письма идут именно то, что мы активно участвуем вот в жизни профтехобразования со стороны, да? Потому что Нерингри же само далеко находится, и поэтому нет возможности приехать быстро. А мы тут мобильные, наши студенты очень активные, и поэтому вот нам очень благодарны, что, оказывается, очень многие только сейчас узнают, что, оказывается, есть филиал в городе Якутске. А мы уже 4-й год работаем. Нынче у нас уже 2-й выпуск будет. Честно сказать, я думала, что только 2 года филиалу пока, а уже, оказывается, 4. 4 года мы уже. У нас 1-й выпуск, вот 25-й год был, 26-й год у нас уже 2-й выпуск будет. Александра Петровна, хочу спросить еще про новое направление, про стоматологию. Все-таки есть обучение на бюджетной, есть на коммерческой основе. Вот там какие тонкости? Но тут у меня написано 15 мест, но мне сегодня сказали, что это бюджетные места. Я точно совершенно не уточнила, но когда я спросила у своего заведующего, она мне сказала, это контрольные цифры по бюджету. По бюджетным местам. И более того, на бюджетное место по среднему баллу аттестата можно По среднему баллу аттестата на основе 9 класса, на базе 9 класса. Но я считаю, родители и выпускники должны сделать для себя необходимые выводы и как минимум попробоваться подать к вам документы в этом году. Возможно, откроют для себя профессию, о которой даже не думали. Да. У нас, например, вот нынче... Вот в прошлом году, 25-26 год, 2 группы обучаются: лечебное дело и акушерское дело. И когда пришли, они говорят, мы вообще никогда не думали, что в городе Якутске после 9 класса можно получить такое образование. Бюджетные места. Здорово же, да? Более чем. Да. Ну, хорошо, что вы к нам пришли, рассказали такую информацию. Александра Петровна, приходите к нам еще, рассказывайте о том, как ребята поступают и, возможно, как выпускаются. Будем вас ждать. Обязательно. Поступайте к нам в Нерингинский медицинский колледж. Как вы знаете, мы сказали Зырянка, Алёкмин, Сунтары, город Якутск, Нерингри. Всех ждем. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.